Тихий Дон наш, батюшка. Ой, да Тихий Дон, ой, что же ты мутнёхонек, мутнёхонек течёшь, наш батюшка, Тихий Дон. Помутился Тихий Дон, помутился Дон, от сиротских, Дуняшка, сухари зашила, сало солью пересыпала. Да вы, батя, свое дело управляйте. А я братушке так ложу, что до самого Черкасского не воротнется. Что он там, есть, что ли? Нет, не есть. Ну, не надо, бать. А то он не поемный. Ну-ка, пробей интами. А он, видишь, его к дому сводит. Григорий, веди коня. Чертяка бешеный. Чудо с конем не стоптал. Ну, как Степан твой собрался? А тебе что? Какая? Спросить, что нельзя. Собрался, ну. Настоящий стал быть жалверкой. Стал быть так. Небось, будешь скучать по мужу, да? А то как же. Ты вот женись, а после узнаешь, скучаете, а нет, подружечки. Эти да и бабы аж рады, как мужей проводит. Наша Дарья без Петра толстеть начинает. Муж он не уж. А тянет кровя. Тебя-то скоро обженим? Не знаю, как батя. Должно после службы. Молодой ж, не жени. А что? Сухота одна. Охоты нет жениться. Какая-нибудь и так полезет. Пусти, Гришка. А не пущу. Ну не дури мне мужа сбирать. Пусти, дьявол, вон люди увидят, что подумают. Ну, с Богом. Ну, бать. Час добрый. Ну, сынок. Ходи.
Припозднились, Мирон Григорьевич. Да, я то закопаю. Ты чё? А я напиться. Волосы у тебя. Чего? Дурно пьяным пахнуть. Знаешь, цветком энтким. Пусти, Гришка. Помалковай. Пусти, а то зашумлю. Погоди, Ксюш. Дядя Пантелей. На. Да что это, Гришка, какой ненастный? К дождю, видать. Поясницу ломить. Он такого стричь не хочет, ей-богу. Гляди, траву чужую быками не потрави.
Гришенька, отец, услыши. Живо слышу. Пусти. Чего ж теперь? Сама пойду. Здорово ночевали. Доброго здоровья. Здрасте. Ты что же это, Прокофьевич, примолчался-то? А что? Как что? Сына задумал женить, а сам и не гугу. Какого сына? Григорий у тебя ведь не женат. А деда еще не собирался. А я слыхал, будто в снохи берешь Степана Астахова Аксинью. Я? От живого мужа? Да ты что ж, Платоныч, на вроде смеешься. Да уж какой смех. Наслышан от людей. Погоди-ка. Чего ж? Ты что же это, а? Еще мужин след не остыл, а ты уж хвост на бок? Ишь ты, курва! Мало тебя били, чтобы ноги твоей с нынешнего дня на моем базу не ступала. Я твоему Степану пропишу. А ты чё? Свекор, а? Свекор, ты что меня учишь? Иди свою толстозаду поучи. Да я тебе дьявола хромого культяпого в упор не вижу. Иди отсель. Не пенься, как крех, не испужаешь. Ходи ты, дура! Нечего годить, тебе не родить. Вот черт, баба! Мужу пропишите. Да пиши уж наказанному атаману, а Гришка мой. А закачусь костями съем, я ответ держать не буду. Пиши! За всю жизнь за горькую отлюблю, а там хоть убейся. За что, батя? Не пакости соседу, не строми отца, не таскайся к обиде. Драться не дам! На сходе запарю! Ох ты, черт, да время! На морфутке дурочки женю! Я тебе выхолощу! Ты, шатун! Кем сын, а? Жени, сукиного сына! Гриша, колосочек мой. Ой, осталось 9 дён. Еще не скоро. Степан придет, что будем делать? Небось, бросишь меня. Побоишься? А мне его чего бояться? Ты жена-то и боись. Степан придет, это не штука. Батя вот меня женить собирается. Кого сватали? А
только собирается ехать. Мамань гутарила купить коршунов за ихную Наталью. Наталья. Наталья девка красивая. Дюжа красивая. Надысь видала ее в церкви. Нарядная была. А мне ее красоту за голенищ не класть. Я бы на тебе женился. Гришка, на что ты привязался ко мне, проклятый? Гришка, душу ты мою вынаешь. Ой. Гриша. Надумал, что? Дружечка моя, родимый мой, давай уйдем. Кинем все и уйдем. И мужа, и все кину, лишь бы ты был. На шахту уйдем далеко. На Парамоновских рудниках у меня дядя родной в стражниках служит. Он нам подсобит. Гриша, пусть словцо урони. Дура ты, Аксинья, дура. Ну, куда я уйду от хозяйства? Опять же, мне и на службу на этот год. Нет, не годится дело. Никуда я от земли не тронусь. Степан даст. Гля, Степан, ты притемнился. Да будет брехать-то, будет! Ну, Аксинья. Не даюсь, грех на мне. Бей, Степан. И что, не стряпалось? Нет уж. Собери-ка что-нибудь пожрать.
Скажи, милаха, расскажи, как мужа ждала, мужину честь берегла. Ну? А ну, разойдись! Разойдись! А то за раз к домой отправлю! Заставу отчинили черти! Пойдем, мы его поднарядь подсидим! Не ж ты не попадешь! А Ольга, свяжись! Тарас к атаману отправлю! Иди! Принимай гостей, Мирон Григорьевич. Гостям завсегда рады. Марья, дай людям на что присесть. Дельце к вам, помалси имеем. У вас девка-невеста, у нас жених. Не снюхаемся ли каким случаем? Здорово ночевали. Слава Богу. Про то речь, что и вдовать быть рано. Ну, само собой, дело хозяйское. Жених он на вроде старца, где хочешь просить. А уж раз вы, к примеру, скажем, ищи купецкого звания жениха, и там еще что, совсем уж другое. Извиняйте. А что уж там, родимые мои, теперь самый святок лазоревый, что ж держать? Аль мало перестарка в девках кулюкают. Раз дело такое зашло, значит, надо порешить его порядком и дитю своему на счастью, по доброму слову. Аль мы детям своим сопротивники или ходи? Наша не засидится. Да ведь придется рано или поздно расставаться. Клич дочерью, Мирон Григорьевич, поглядим. Наталья. Наталья. Натаха! Катись, катись. Ишь, засуетилась. Ну, ступай.
Сютка, сюди йди. Пришла. Чем тут тебя щекот? Это должен быть подсолнух. И шо вот тут возле глазу? Очень это. Пропала я, Гриш. Чего же он? Не знаешь чего? О, бьет каждый день. Кровь высасываете. И ты тоже хорош. Напаскудил, как кобели в сторону. Все вы. Виноват, видишь. А ты не виноват. Ксю, ну погоди. Ну, сбрехнул Славцов. Ну не обижайся, чего кричишь. Я не навязываться пришла. Не боись. Надо, кончилась наша любовь. Как это кончилось? Как же это? Вот что, Ксения. Я надумал, мы только все никого не увидали. Надумал я, надо как-то далее проживать. Надумал я, давай с тобой прикончим. Чего? Прикончим эту историю, а? Аксинья. Да милої, да любої гості, да милої, да любої гості, дозе вашої честі, дала вашим чести, чтоб вы пили, ели, да веселые были. Сыр, каравай принимайте, молодых одаряйте. Дарим невесте шаль. Даруй бычка, ряба, бузилка. Горькая, а? Отпустите! Рози да багати, да горіння сади, да громади, а ви грізи, да поділіться, а ви моя барану.
конь по зебрам пошел. По зебрам. А баранинку хочешь? Ты меня баранинкой не угощай. Я, может, деревятку ем. Иди она у нас тут. Команды Исаул Терсинцев. Какого? Вот! В атаку полным наметом! Идти к бою! Шерстен, молодцы, бахмановцы! Слава плацава героя, победитель был врагом! Здорово, Гриша. Здорово. Ну, как живешь, любишься с молодой женой? Ничего, живем. Баба, Наташку не буди. Она и так до осени встает. Собирается с Гришкой пахать. Дарью стягай. С ленцом баба, спорченная. Румянься, добро и чернить, мать тебе, суку. Нехай хоть первый годок покахай. Гришка. Григорий. Гриша! Бать кличет. Дарья, собор один. Ходи сюда. Эти два улиша вспаши, что за толокой у Красного Логу. А Петро не подсобить? Они с Дашкой на мельницу поедут. О. Ну-ну. Подходи. Проспал, а теперь лезешь. А то тихо, холод, то клюну. Да что? А тебе что? Погоди. Да стойте, брат, стойте! Брат, ты казаков бьют. Стойте, брат! Эй, братцы, стойте! Папы! А вы что, следите? Они совсем казаков побьют! Топану! Уходь, топора! Топану! Уходь!
такой? Отец сорвался! Стойте, станишники! Стойте! Куцый кобель тебе, станишник! Мужик лапоть дровяной! А он дай им погляделкам, Яша. Да погоди погляделкам. В чем дело? Хохлов били. За что бить? За очередь! Не залазь наперед! Вложили им в память! Хохлы они огромадно сердитые. А ты кто? Я-то казак. А ты не из цыганин. Нет, я не из цыгане. Мы с тобой, пожалуй, оба русские. Брешешь. Ведь казаки от русских произошли, ты знаешь про это? А я тебе говорю, казаки от казаков ведутся. Ну, еще в старину от помещиков бежали крепостные и селились на Дону. Вот их прозвали казаками. Иди-ка ты, мил человек, своим путем! Ишь, поганка, в мужиков захотел переделать. Кто это такой, слышь ты, Афанасий? Приехал тут какой-то, просил довесть. Кто его черт знает. Моя фамилия Штокман. Сам я слесарь. Буду жить в хуторе татарском. Но в случае надобности могу и по столярному делу. Так что еще не раз увидимся. Поехали, хозяин, время-то идет. Назад! Назад! Вперед! 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 Чужая ты какая-то. Как этот месяц. Не холодишь, не греешь. Не люблю я тебя, Наталья. Ты уж на меня не гневайся. Хоть и жалко тебя, а нету на сердце ничего. Пусто. Как за раз в степи. Наталья вот собирается уходить. Это через чего? Я знаю, через чего. А я знаю. А я знаю, через чего. Я ее не сужу, хоть и странно, и перед Богом грех. А я не сужу. Не на ей вина, а вот на этом сукине сыне. Кому я виноватый? А ты не знаешь за собой? Не знаешь, чертяка? Не знаю. Я тебе вот что скажу. Не будешь с Наташкой жить, иди с базы, куда глаза глядят. Вот тебе мой сказ. Иди, куда глаза глядят. А я вам, батя, не во гнев скажу. Не я женился, а вы меня женили. А за Наталью я не тянусь. Хоть нехай идет к отцу. Иди ты отсель. Я уйду. И уходи, чертовой матери. Уйду, не спеши. Куда ты пойдешь? Нехай идет Катерина поблудный. Нехай, будь он проклят.
пропади ты, разделюбая. Гришенька! Ну уж хорошо ли, плохо ли, а как говорится, так сложилась история. Да разве ж сами виноваты? До какой стромы довели казаков? Молчи уж, мужик. А мужики, они люди. Мужики-то. Так ведь вот, я как петербуржец служил до разных видов. Вот, Был такой случай. Припало как-то раз верхи нести караул. Едем, а с угла, стало быть, студенты вывернулись. И видимо их, не видим. Как увидели нас, да го-го-го-го-го-го-го. Ну чего, говорит, казаки, разъезжайте. Так это охутарю. Караул несем, а ты поводья-то брось. Брось, не хватай. Ну, и за шашку. И за шашку. Ну-ну. А тут один носатый вынает из портомонета десятку и гутарит. Выпейте, говорит, казаки, за здоровье, говорит, моего покойного папашу. Дает нам десятку и вынает из сумки портрет. А это, говорит, папаша наличность. Возьмите, говорит, ее на добрую память. Но мы взяли. А студенты отошли опять. Го-го-го-го-го. Ну, с тем, стало быть, отправились по Невскому проспекту. Здравствуйте. вот еще один казак явился. Ты чего, Гришка? Ты отсюда скоро? Да скоро уж. Я у тебя заночую. Чего так? Со своим поругался. Ну-ну. Так, стало быть, отправились по Невскому проспекту, ну? Ну, сменили нас. Мы вахмистру и гутарим. Вот что, Лукище, заработали мы 10 ссылковых. Ну, и должны их пропить за упокой души вон этого деда. И показываем ему портрет. Так вот, этот портрет я взял на совесть. Для памяти, значит, над кроватью повесил. Ну, вижу, борода седая. С собой подходимый человек. На вроде как из купцов. А сотник доглядел и спрашивает. А от келя ты взял этот портрет такой-сякой? Так это гутарю. А он и зачал меня крестить. И подсколит, и что стало бы раз. Да знаешь ли ты, орешь, что это атаман ихний? Карла... Как его? Запамятовал прозвище. Карл Маркс. О, он самый, а? Подвел под монастырь, мать его, Пенёка. И к нам иной раз сам старейший Алексей своими наставниками забегали. А их бы доглядели. Что было? А ты все мужиков хвалишь. Видал, как его подковали-то? А зато десятку пропили. Вот хоть за Карлу бородатого пили, а пили целых 3 дни пили. Да. За него следует выпить. А что он навершил такого доброго? А это я обязательно расскажу. Только сейчас поздно уже, а? До свидания, Швидович. Я к тебе только на сутки, двое. А что, домой не вернешься? Нет. А как жить надумал? Как жить? А как люди живут? Люди живут по-разному. Заходи. Садись, вечерять будем. Люди по-разному живут. Тяжело будет без привычки. Ничего, привыкли.
Куда ж на дом? Завтра к Сергею Платоновичу схожу. А не то к генералу Колесницкому в имение. Это что ж, батрачить будешь? Гриша, ну какой из себя батрак? На этом деле шибко не разживешься. Смотри, как бы гордость в тебе не взыграла. Ты чего? Гришка. Ну? Ага, пересказывал, что как затемнеет, вышла к магазину. Тише. Тише, Машутка. Что ж он, Маша, может, ты что велел сказать? Ой, говорил, что все свое взяла, что можешь. Господи. Да как же я? И так-то скоречко. Да что ж я? Ну, я пойду не то. Погоди. Скажи ему, что я скоро. Чего она приходила? Кто? Домашка Шива. А, это она по своему делу. Просил юбку ей скроить. А ты никак собираешься куда-то? К коньякушке пойду. Посижу трошки. И когда ты находишься? Искоренили карты. Что не ночь, то им игра. До кочетов просиживал. Ну, Будя. Слыхали. Ты ложись, не жди. Ну-ну. Чего ходить-то? Месяц зайдете уж скоро, надо поспешать. Ой, погоди, Гриша. Да ты чего? Так же вот, что это тяжелое, надо подняла. Все, пойдем. А ты и не спросишь, куда я тебя веду. Можно первого яру, а там и спихну. Все одно уж мне доигралась. Чего их дверь подносишь?
Как живешь, Аксинюшка? Благодарствую. Здорово. Здорово. Ты чего, Витько? От Натальи. Чего он там сидел? А я почем знаю. Пришел, сел, вот так-то, глянь-ка, Гришенька. А коленка острая-приострая. Примолвила, что ли, его? На, нужен он мне, господи. То-то гляди, а то я его в одноряд спихну с крыльца. Я тебя оставлять дома более не буду. Со мной будешь ездить. Да, Гриша. Ты чего? Что ж ты молчала раньше? Да я робела, думала, бросишь. Скоро? На Спаса думается. Степанов, Твой. О, где же? Григорий! Ух, уже наелась пустяковая твоя душа. Поди не то проспись. Обедня отошла. Не давай баловать. Не давай баловать. Пускай. Прощай, генерал! Смотри, не
здесь! Натахи-то кожаные, хуторит кила, ребят. Будем брехать. Нельзя-то ее им муж бросил. Да не, она со Стеклом Пантелеем хромым спуталась. Стало бы через это самой Гришкой убег с дома. А то через чего? Ну ты... Чего ты? Чего ты? Говори, ты откусывай. Скучаешь по Гришке-то? Тебе что? Тоску твою разогнать хочу. Уйди, Митька. Только не мордуйся, Наташка. Я батю зашумлю. Чего, сдурела? Уйди, проклятый. Как тебе земля только держит. А вот так держит и не гнется. Ну что? Дорога невозможна, моя донюшка. Така тряска, що Гетько усі печінки собі поотбивав. На, держи. Бедная Михаревна. Ну, здоров живете. Здравствуй, батя. Собирайся на службу. А то как же? Раздевайся, батя, назяпать небось. Ничего, терпится. Самовар поставь. Спасибочка. Там привез тебе справу. 2 шинеля, седло, шаровары. Возьми все там. Выступать когда? Другой день Рождества. Казак. Девка. Уж
так описанная, вся в Гришу. Наших кровей. Ишь ты. Ты что ж, батя, едешь? Поспешаю пораньше развернуться. Значится, не думаешь с женой жить? Давнишний сказ отгутарили. Не думаешь, стал быть? Да стало быть так. А Бог? Ты гляди, не чужого вскармливаешь. Чей бы ни было, дитё не брошу. Наталья спортила с того разу. Ну что она как? Жилу нужную перерезала. Шею кособочит. А Наталью мы возьмем. Не хочет баба жить в своих. А ты свидал ее, кликал, чтоб к нам шла. На! На хуторе Ольшанском. Чего? Гриша, стучать. За жену не беспокойся. Служи исправно. Дед твой молодецкий был казак. Может, и ты. Чтобы ты держал себя достойно своего деда и отца. Ведь это отец на императорском смотру в 83-м году получил первый приз за джигитовку. Так точно! Ну, Ты, Прохопич, у развилки шибко не гони, а то я вчера аккуратно перекинулся. ну, вот успел уже, а? Долго ли ему? Коли воевой с походивою, кому церкви ждешь, кого-то ждет. Ждет даже и тагется казаков, как ты молодого. Садись, Сани. Не, я верхом. Ну, трогай! Ну. Погоди, Гриша. Что ты хотела сказать? Ну, прощай. Дитё, гляди. Поеду. А то батя он ж. Погоди, родимый. Ой. Ой. Счастливо, казак! Счастливо, дед. Кони воевой с походивою, кому
Давай еще подставлю. Ничего, я сама. Это ж девочка. Чего рассказать хочу? Ну, расскажи. Видишь, как Шивой вчера целый вечер со мной простоял возле гамазина. Чего ж ты скраснела? Да и ничуть. А глянь в зеркало, чисто полами. Да ты ж пристыдила. Ну, рассказывай, я не буду. Ты гутаришь, как цветок лазорь. А я не бреши, Мишка, он божится. Это кто ж такие? Кто их знает? Камыш. Прошу встать. Вы арестованы. В чем дело? Вы занимаете 2 комнаты. Да. Мы произведем у вас обыск. Позвольте ключ от этого сундука. Почему, собственно говоря, я обязан, господин следователь? Об этом мы еще с вами успеем побеседовать. Пожалуйста. Понятой? Ну-ка. Прошу вас. Нет, этот сорт я не курю. Прошу вас начинать допрос. Так. Вы сюда прибыли по заданию своей организации. О чем речь? С какого времени вы состоите членом РСДРП? Вот справка из Ростова, подтверждающая вашу принадлежность к означенной партии. С 1907 года. Так, получали ли вы какие-либо директивы из Ростова? Нет. Читали рабочим, посещавшим вас, вот эту книжонку. Мы читали стихи. Вы читали запрещенные законом книги. Переходим жару. Ой, Господи, скупаться бы. Ой. Верхи какой-то бегете. Шибко. Ты гля как пылить. Так и коня запалить можно. Наметом идете. Так, ну. Не как война. Господи!
Господи! Григорьевский встретил. Перекажи, так, мол, не скучай. Понятно. Садись, дед, с нами! Милая ты моя говядинка. Впереди мне мечку. Эй, братушки, вы куды ж это? Куме на Христины. Взять? Что вы говорите? Мелих, ты не робеешь, а? А чего робить? Как же можешь, мы не в бой пойдем. И пущай. А я вот робею. Всю ночь не спал, нет сна, хоть убей. Револьвер стреляют. Похоже, как ребят палку по Чистакову, верно? Замолчи ты, балабон. Где этот капитан? Нет, вам приказано еще вчера было закончить работу. Молчать! О подвозке строительного материала надо было позаботиться раньше. Молчать! Что это? Ну как я теперь проеду на ту сторону? Я вас спрашиваю, как я проеду на ту сторону? Ну что вам, Какие что? будут приказания? Да ступайте, ступайте. Что это? Кто приказал? Идти к бою, шашки! Вода рысью!
Я к тебе, Аксинья. Ты зачем пришла? Мне бы напиться. Пей. Ты убила у меня мужа. Отдай мне Григория. Ты жизнь мою сломила. Видишь, я какая. Мужа тебе. Мужа тебе. Ах ты, гадюка подколодная. Ты у кого просишь? Да ты первая отняла у меня Гришку. Ты, а не я. Ты ж знала, что он жил со мной. Зачем замуж шла? Я вернула свое. Он мой, у меня дитё от него. А ты что? Ты отца у дитя хочешь взять? Ого! Да ты своего мужа бросила. Не шуми так. Кроме Гришки нет у меня мужа. Никого нет во всем свете. Ты-то нужна ему? Глянь, шею-то у тебя покривила. Ты думаешь, он позавидует на тебя? Здоровую бросила, на калеку позавидует. Не видать тебе, Гришки, вот мой сказ. Ступай. Я надеялась, что выпрошу. А зачем шла? Тоска меня пихнула. Господи, прости, пожалей, не отнимай, Господи, милуйся. Ой. Ой, слава Богу, слава Богу. И все, и все, и все. Женя.
Царствие небесное, дитё. Душа ангельская представилась. Ты бы, Ксюша, пошла, поглядела. Может, чего снадобится. Молодой барин приехал. Алексеев? Не может быть, не поверю. И тем не менее, Верховный в данном случае не прав. Да помилуй, Евгений, вот тебе аналогичный пример из русско-японской компании. Кушать поздно. На днях ребенка похоронила. Да что ты? Да. Ну так вот, я говорю аналогичный случай из русско-японской компании. Куропаткин тогда настаивал, требовал, а жизнь показалась благой. Здравствуй, Ксюша. Здравствуйте. Кто это? Сейчас я оденусь. Чего я на минуту? У тебя умерла дочушка. Ты очень изменилась. Еще бы я понимаю, что значит потерять ребенка. Только ты напрасно изводишь себя. К жизни ее не вернешь. А ты еще молода. Еще будешь иметь детей. Не надо так. Возьми себя в руки, смирись. Смирись. В конце концов, не все потеряно. Все смерть ребенка. Подумай, вся жизнь впереди. Що гріша вертися? Так ты говоришь, что на потребу богатым нас гонит на смерть. А как же народ? Али он не понимает? Неужели нет таких, которые бы вышел и сказал: братцы, так вот за що ми гибнем в кровях? Як це так вийшов? Ти що, сказився? Вийшов. Побачив би я, як би ти вийшов. Ми ось з тобою шепчемося, як гуси в каміші. А скажи різко, і під пулю. Чорна глухота у народа. Війна. Війна його розбудить. І з хмари після грому дощ буде. Чего ж делать? Ну, говори, гад, ты мне сердце разворошил. А що тобі серце каже? Не понимаю. Хто мене з кручі спихає, того я спихну. Треба не боятися повернути винтовки. Треба загнати пулю тому, хто посилає людей в пекло. І ти знай, Гриша, збирається велика хмара, яка все знесе. Так что ж, по-твоему, все повернуть вверх ногами? Да, все треба скинути, як грязні партки. Треба свою вовчину драти. Треба їм губи рвати. Бо сильно не народ помордували. Палату, быстро все проверьте. На своем месте.
Ложите, ложите. Милости просим, ваше императорское высочество. Пожалуйста, сюда, ваше императорское высочество. Прошу вас сюда, ваше императорское высочество. Донской казак, георгиевский кавалер. Какой станицы? Велшинской, ваше императорское высочество. За что имеешь крест? Мне бы по надобности сходить. По надобности, ваше императорское высочество. По малой нужде. What else could you expect from a Cossack? They're only good for taming mobs. Otherwise, they're just animals. Пожалуйста, в следующую палату, ваше императорское высочество. Melakhov, c'est un vrai nom de cosaque. Mais c'est charmant, n'est-ce pas? Oui, maman. Ты каналья! А я тебе не каналья, гад! На фронте вас нету! Тихо! Отправьте меня домой! Отправим, убирайся к черту! Стоять! Признал. Дед Сашка, спишь? Отцы святители! Гришка, откуда тебе холера взял? Ух, вот такой. Ух, садись, а? Покурим. Ну, детка, живешь, землю топчешь. Топчу помаленечку. А я как ружок кремневый, мне из носа не будет. Аксинья как? А что же Аксинья? Аксинья, слава богу. Танюшку где похоронили? В саду по тополю. Да. Ну, рассказывай. Кашель меня, Гриша, мучит. Ну? Все живы-здоровы. Пан вот попивает. Аксинья как? Аксинья? Она в горничных теперь. Знаю. Ты бы покурить свинул, а? Закуривай. У меня табачок первый сорт. Да не хочу, ты говори, а то я уйду. Я же чую. Чую, что ты слово какое-то, как камень за пазухой держишь. Пей, что ли? И вдарю. Пей! Вдарю. Силов я не набрал молчать. И мне, Гриша, молчать дюже прискорбно. Говори. Змею ты грел, гадюку прикормил. Она с Евгением свалялась. Какой голос? Верно говоришь. Баба-кошка. Кто погладил, тому и ластится.
А ты не верь. Вере не давай. Покури. Стучал ты как. А я уснула, не ждала. Любимый мой. Ты что дрожишь? Пойдем скорее. Озяб я. Ну, ладно, ладно. Не ждала. Давно не писал. Думала, не придешь ты. Хотела тебе гостинцев отправить, а потом, думаю, погожу. Может, письмо получу. А ты на горничную не похожа. На экономку скорее. Гриша, давай я тебя разую. Ой, Гришенька. Что ж ты кричишь? Ой. А не рада мне. Туман. Пушка. О, вот он, георгиевский кавалер. Однако ты возмужал, брат. Надолго прибыл? На 2 недели, ваше происходительство. Дочь-то похоронили. Жаль, жаль. Григорий? Ты откуда? Из Москвы в отпуск. Вот как? Ранен был. Так точно. Да-да, я слышал. Каким он молодцом стал, а, пап? Кавалер. Да. Никитич, давай. Ваше благородие, дозвольте прокатить вас по старой памяти. Ну что ж, сделай милость, поедем. Никитич,
Ну-ка, позволь. Эх, и прокачу ж я вас, Евгений Николаевич. Прокати, на чай получишь. Премного вами довольны. Спасибо, что Аксинью мою не забываете. Кусок ей даете. Возвращайтесь поскорей. Ты что? А вот что! Ты скотина! Кто меня? Аксинью! Кто меня? Аксинью! Кто меня? Аксинью! Кто меня? Аксинью! Кто меня? И что тебе за Аксинью? Черт, сказал коня. Григорий! Жадина! Сука! Гриша, прости. Господи, маманя!